Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. Строители приступили к устранению последствий ливневых дождей в восточных районах страны, имевших место 25 мая. 3 дня в мастерской управления «Сенеж» проходил семинар для лидеров общественного мнения Абхазии. В Агу открылась выставка работ студентов факультета искусств. Строители приступили к устранению последствий ливневых дождей в восточных районах страны, имевших место 25 мая. Начальник управления капитального строительства Эдимир Гамисония провел экстренное совещание с представителями подрядных организаций. Ранее президент Бадра Гунба поручил создать оперативную рабочую группу по устранению последствий стихии. С ночи 25 мая на ряде проблемных участков работы уже ведутся. На всех этапах контроль над осуществлением работ ведет управление капитального строительства. Дорогие коллеги, как вы знаете, вчера, 25 мая, в республике произошла чрезвычайная ситуация. Обильные осадки вызвали подтопление 11 населенных пунктов в Творчельском районе. Также в других районах республики были выявлены подтопления, но учитывая масштабы бедствия, город Творчал и район пострадали в значительной степени. Вчера президент дал поручение создать рабочую комиссию по ликвидации последствий стихии, в связи с чем сегодня мы собрали основных подрядчиков с целью оказать содействие в ликвидации последствий. На текущий момент нами полностью проведен анализ всех участков, которые необходимо будет локально устранить все проблемы. Мы распределили по подрядным организациям те участки, кто за какой из участков будет нести ответственность. И в то же время у нас к вам просьба направить технику на безвозмездной основе, оказать содействие государству в такой непростой период. Со своей стороны мы будем оплачивать все необходимые затраты, связанные с горюче-смазочными материалами и оплаты труда рабочих. Все остальные работы будут осуществляться на безвозмездной основе и при вашей поддержке. В целом у нас по району получается порядка 1500 дворов оказались сегодня в сложной ситуации. Это, основные проблемы – это размыв дорог, подмыв мостов и выход из берегов в русло рек, что повлекло за собой подтопление порядка 150 частных домовладений. Эти вопросы мы сейчас тоже будем стараться в оперативном режиме устранить. Учитывая сложившуюся ситуацию, у нас есть поручение и просьба, чтобы вы оказали содействие по ликвидации всех этих последствий. Часть Корчалского района осталась без света на неопределенное время. Из-за ливня оборвало один пролет ЛЭП протяженностью 300 метров. Об этом сообщили в Черноморэнерго. Проводится расчистка. Ожидается приезд бригады для монтажа провода. В Сухумском районе из-за ливня размыло проселочные дороги в Верхней и Нижней Шере, частично в селах Дзукта, Яштуха и Баслата. Как сообщил глава районной администрации Алхас Читанава, сигналов о подтоплении частных домов не поступало, и к помощи МЧС администрация пока не прибегала. Сейчас составляется карта размытых дорог, после чего планируются совместные выезды со спасателями.
Церемония прощания с погибшим на СВО добровольцем Энри Колбая прошла в Ткварчале. Соболезнования родным и близким Колбая выразили премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба и Вараздат Минасян, депутат парламента Беслан Эмурхба, глава района Герман Качарава. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, Энри Колбая посмертно награжден Золотым Георгиевским крестом Черноморского казачьего войска Абхазии первой степени. Награду передали семье погибшего. Памятник участнику Великой Отечественной войны из Абхазии Химце Тарба открыли в Мичуринской средней школе Приозерского района. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Абхазии Олег Барсец, внуки героя Тенгиза и Тери Тарба и правнук Арсений, представители администрации района общества Апсны Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, учителя и школьники. В рамках мероприятия министр вручил медаль Министерства обороны Абхазии за боевое содружество главе Приозерского района Александру Сослакову и спецпредставителю МИД Абхазии в Санкт-Петербурге Константину Балыбину за большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи. К другим новостям. В Абиги прошла научная конференция, приуроченная к столетию абхазского и советского историка, доктора исторических наук, академика Академии наук Абхазии Баджгура Сагария. Ученые выступили с докладами, посвященными научному наследию Сагария и его роли в изучении истории Абхазии. Смотрите репортаж Аэлиты Арутюнян. Сагария Баджгур Яснатович – абхазский историк, доктор исторических наук, академик. Он прошел путь от младшего до главного научного сотрудника. Долгие годы был заведующим отделом истории, а после создания Академии наук Абхазии избран действительным членом и академиком, секретарем отделения гуманитарных наук. Помимо научной, вел активную педагогическую деятельность, читал лекции в университете, был профессором МАГУ, руководил и аспирантами. Баджгур Яснатович поздно начал свою научную деятельность. Так уж сложилась судьба. Великая Отечественная война, тяжелое послевоенное время и так далее. Он стал аспирантом в 1958 году, в 32 года. Да? Начал научную работу в 30 в Абиги, в 35 лет. Да? И за это короткое время, которое потом, он стал одним из ведущих специалистов в области истории Абхазии. Взялся за очень сложное дело, за которое далеко не каждый из нас, из тогдашних ученых, хотел браться. Национально-государственное строительство Советской Абхазии. Баджгур Сагария – автор свыше 70 научных трудов. Основные работы посвящены актуальным проблемам национально-государственного строительства в Абхазии. Это кандидатская и докторская диссертации ученого, а также основные монографии «Национально-государственное строительство в Абхазии. Образование и укрепление советской национальной государственности в Абхазии. 1921-1938 годы». На конференции отмечалось, что Баджгур Сагария – один из тех историков, создавших абхазскую историческую школу. Наше понимание советской истории – это во многом понимание Баджгура Сагария. Книга, которая стала настоящей бомбой, да? Абхазия документы свидетельствует. Да? Кто там ответственный редактор? Баджгур Яснатович Сагария. И это издание, которое требовало в тот период, которое ставило человека, да, чуть ли не врагом грузинского, как тогда объявляли грузинского народа. Понимаете, не просто и грузинского государства. Почему 90-е послевоенное время, война послевоенная, о белых и черных пятнах в истории Абхазии, о границах между Абхазией и Грузией, многие другие. Ведь, понимаете, по большому счету, история Абхазии советского периода, да, во многом мы ее знаем, грубо говоря, благодаря учебникам Станислава Засимовича Лакова. Но на кого он опирался? Да? Он опирался на вот эти работы. Так
Также упоминалось и о сборнике «Абхазия. Документы свидетельствуют. 1937-1953», составителями которого наряду с Сагария были Тимур Ачугба и Валико Пачулья. В аннотации книги тогда отмечалось: предлагаемый читателю сборник внесет определенный вклад в освещение малоизученных «черных пятен» в кавычках истории Абхазии советского периода. Подавляющее большинство материалов, включенных в него, публикуется впервые в полном соответствии с подлинниками, хранящимися в Центральном государственном архиве Абхазии, то есть без купюр и вмешательства в стиль и орфографию текста. Конец цитаты. Материалы сборника разделены на два больших раздела и посвящены глобальным судьбоносным проблемам, переселенческой политике и репрессиям против абхазского народа. Выход в свет подобной работы тогда имело не только научное, но и большое политическое значение, так как раскрывало некоторые аспекты абхазо-грузинских отношений, высвечивавшие целенаправленную захватническую политику Грузии против Абхазии. Учитывая, что, кавычки, подлинники, хранящиеся в Центральном государственном архиве Абхазии, конец цитаты, кавычки, как и весь государственный архив и Абхазский институт целенаправленно были сожжены во время войны с Грузией, значение рассматриваемого издания сложно переоценить. Баджгур Сагария выявил большое количество архивных материалов по истории Абхазии XX века. За свою плодотворную научную и общественную деятельность академик Сагария удостоен высокой государственной награды – ордена Ахтсапша второй степени. Аэлита Арутюнян, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 3 дня в мастерской управления «Сенеж» проходил семинар для лидеров общественного мнения Абхазии. Мастер-классы, проектные возможности, налаживание контактов и новые идеи. Обо всем подробно расскажет Арифа Кабба. Коммуникативное лидерство Абхазия. Так назывался трехдневный семинар, организованный на базе мастерского управления «Сенеж» в Москве администрацией президента Республики Абхазия совместно с Российским продюсерским центром «Интеграция». В мероприятии участвовало более 70 человек из Абхазии. Выборка была самой разнообразной. От блогеров, ведущих популярные аккаунты в соцсетях и имеющих довольно большую и разнообразную аудиторию, до музыкантов, журналистов, спортсменов, представителей общественной палаты, победителей конкурсов. Также в семинаре принимали участие депутаты городских собраний различных районов Абхазии и некоторые представители государственных структур и ведомств. Самым первым спикером семинара стал генеральный директор продюсерского центра «Интеграция», продюсер и медиа-менеджер Глеб Шагун, который в самом начале своего выступления рассказал, что ездил в Абхазию на отдых с родителями в детстве и сумел повторить детское фото с курорта Пицунда через пару десятилетий. А еще он много говорил о том, кто такой сегодня лидер общественного мнения и о возможностях взаимодействия с интеграцией. Поразила вовлеченность аудитории и активность аудитории. Все спикеры, которые выступали перед участниками, говорили, что такое количество вопросов, такое количество реакций они давно не видели. Поэтому аудитория была очень вовлечена в то, что происходит. И это важно. Основные задачи, знаете, их много, и в то же время она всего одна. То есть дать уверенность в себе, показать, объяснить, что человек, который имеет свою аудиторию, человек, который имеет доверие, человек, который является лидером мнений или уважаемым человеком, конечно, должен и может высказываться на большое количество тем, потому что аудитория его слушает, аудитория ему доверяет. И очень важно быть аргументированным, очень важно быть честным, очень важно быть обаятельным, потому что личностное доверие без него никуда. Мне кажется, что все спикеры, которые выступали, как раз про это и говорили. Море возможностей. Вот главный посыл, который получили участники, слушая разных спикеров на семинаре. Так было отдельное выступление о возможности реализации общественных проектов и участия в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив. Заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский говорил на тему «Россия-Абхазия в условиях трансформации мирового порядка». Мы не должны быть равнодушными. Мы должны высказывать свою точку зрения по проблемам, которые волнуют нашу страну. Кроме того, мы должны продвигать наши ценности. Вот это очень важно. Сегодня цифровизация, весь мир цифровизован.
И очень многие блогеры владеют умами людей. Но важно, чтобы вот это владение умами людей было наполнено ценностным содержанием. И вот это мы сегодня еще раз для себя поняли и осознали. Отметим отдельно, что всем участникам семинара, разделенным на команды, представилась возможность подумать и над идеями командных проектов и собственных индивидуальных. У меня появилось большое количество идей для социальных проектов, чем я раньше никогда не занималась, потому что физически не было на это времени из-за рутинной работы. Но сейчас я поняла, что если как-то по-другому ее организовать с помощью, опять же, каких-то соцпроектов, это было бы даже полезнее для общества, чем просто то, что я делаю, ту амбулаторную работу, которую я выполняю. Так что спасибо за идеи, спасибо за людей. Другой немаловажной составляющей семинара была возможность общения и мастер-классов с потрясающими спикерами, каждый из которых глыба в своей отрасли. Известный блогер Ксения Дукалец рассказала о том, как прокачать свой Инстаграм. Тренер по коммуникациям и речи Мария Кондратович делилась секретами успешного публичного выступления. Особый интерес вызвало появление таких знаменитых людей, как представитель известной цирковой династии Эдгар Запашный, актриса и телеведущая Юлия Меньшова и писатель Александр Цыпкин. Была возможность не только послушать их вдохновляющие речи, но и задать вопросы, сделать с ними фото. Мы узнали очень много для себя нового, особенно о том, что мы можем влиять. То есть можно свой статус, свои знания в той или иной области обязательно использовать для пользы общества. Очень понравилась программа, организация мероприятия, понравились спикеры, которые являются, безусловно, экспертами в своей области. Узнали очень много для себя нового и понравилась организация самой программы, что это была не просто лекция, была возможность задавать вопросы тем спикерам, которые интересны, была возможность обратной связи, было практических занятий очень много. Именно в таком формате, когда человек сам практически участвует в деятельности, знания остаются. Одной из самых ярких частей семинара стал мастер-класс от известных телеведущих Алексея Тимофеева и Петра Лидова под названием «Боевая тренировка. Интервью в условиях провокации». Как отмечали организаторы мероприятия, сделать этот самый первый семинар на высоком уровне уже было довольно сложной задачей, но видя отклик и отдачу участников, они не исключают, что повторение вполне возможно. Мне сложно выделить что-то одно, но мне очень понравилось выступление Цыпкина. Он, конечно, цепляет очень аудиторию. И Юлия Меньшова, она невероятно замечательная. Не ожидала, что у меня окажется такая возможность побыть с ней в одном пространстве. Это было просто здорово. А все остальное, конечно же, огромное количество зданий, которые можно было получить за такой короткий промежуток времени. Это очень круто. Спасибо большое за это организаторам. Ну и, конечно, все 3 дня в Сенеже стали отличной возможностью для участников семинара, которые, возможно, ни при каких других обстоятельствах не собрались бы в таком составе. Обменяться контактами, обсудить какие-то важные вопросы из смежных областей деятельности, придумать идеи для сотрудничества, да и просто узнать друг друга. Ведь, как известно, один в поле не воин. Чтобы достичь чего-то значимого, нужно научиться быть командным игроком. Арифа Кабба, Владимир Квачахия, специально для абхазского телевидения из Сенежа. В Абхазском государственном университете открылась выставка работ студентов факультета искусств. Экспозиция демонстрирует творческие результаты учащихся, выполненные в рамках учебной программы. Представленные работы отражают актуальные подходы к художественному самовыражению и профессиональный потенциал авторов. На открытии побывала Шизина Ханагуа. Фойе Абхазского государственного университета наполнено атмосферой творчества и вдохновения. Картины привлекают внимание с первого взгляда. Это курсовые работы студентов по разным направлениям. Изобразительное искусство, дизайн костюма, графический дизайн, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера и скульптура. Каждая экспозиция – это окно в мир студенческого воображения, где идеи обретают форму и оживают. Вероника Самохина – студентка 2-го курса направления дизайн костюма. В ее руках детский
детский комплект одежды для мальчиков. Мы полностью отшивали каждую работу сами. Это моя работа. Детский комплект на мальчика дошкольного возраста из льна. Тут можете увидеть красивую вышивку, тоже ручная работа представлена. Тут также девочки мои отшивали. Это работа Арсалия Елизаветы. Тоже ручная работа, вышивка, каждый шовчик отшивался. Комплект тоже летний, представлен на девочку, такое платьечко. Тут абсолютно каждый шовчик очень аккуратно, красиво обработан в чистый край. Здесь используется сложная техника запошивочная, чтобы изнанка внутри выглядела тоже так же, вот как с лицевой, очень красиво, аккуратно. Тут тоже вот работа Ени Кналы, она полностью все вышивала вручную, разрабатывала эскизы. Представленные работы отражают актуальные подходы к художественному самовыражению и профессиональный потенциал авторов. Рената Тгебе – студентка 3-го курса графического дизайна. Она не впервые участвует в выставках. Девушка представила около 10 работ. С детства Рената горела желанием творить. Это работы по технике графики выставлены. Здесь 5 работ моих по технике графики выставлены. Надо было сделать, получается, свой автопортрет, себя нарисовать, показать цвет и тень. Мы работали в графике, поэтому мы работали в ЧБ. Вот. А эта работа, нам надо было выбрать интерьер, вот, и тоже показать в цвете. Свет и тень здесь играют. Получается, эта работа сделана в Осетинской выставке. Это вот рабочий процесс. Получается, здесь сама Мактина Руслановна с нашей студенткой 4-го курса. Вот я решила их нарисовать во время их консультации. Выставка студентов факультета искусств ежегодно проходит в АГУ. Экспозиция включает более 250 работ. Принимают участие 84 студента. С учащимися работают педагоги, увлеченные своим делом. Они учат молодежь видеть и понимать красоту жизни и создавать ее вокруг себя. Все как обычно, но просто для факультета и для студентов это всегда праздник. Потому что у студентов есть возможность проявить себя, показать, собственно, посмотреть свой уровень. И, конечно, это коммуникация, это возможность в профессиональную сферу окунуться. Вот, как-то так. Вот. В свою очередь, конечно, мы, представители всего факультета, мы заинтересованы выдвигать, продвигать наших студентов, показывать их обществу, именно профессиональному обществу. Для студента выставка очень важный и волнительный шаг. Ведь картинам обязательно нужны зрители и советы от настоящих профессионалов. В адрес молодых ребят звучат поздравления и пожелания творческих успехов. Здесь представлены несколько направлений. Это изобразительное направление в педагогическом направлении. Это художники-живописцы, это художники, скульптора и остальные дизайнерские направления. Дизайн костюма, графический дизайн, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, разные курсы. Меня особо радует, когда первокурсники участвуют в нашей выставке. Это очень отрадно, и сразу видно, что вы стартовали очень даже неплохо, я так скромно скажу. Поэтому мне очень все нравится. Мне нравится то, что студенты с каждым годом все больше раскрываются, дерзают. Вот вы видели как бы новое предложение по декорированию наших помещений университетских, холл. Интересные идеи. Спасибо большое за то, что вы растете, развиваетесь. Я уверен, это все благодаря вот таким прекрасным людям, вашему декану, вашим преподавателям. Дерзайте, продолжайте. Особенно для людей искусства не должно быть каких-то границ. Не ограничивайте себя в фантазии, пожалуйста, вперед, вперед и все дальше и выше. Каждая работа – маленькая вселенная, созданная руками тех, кому предстоит определять художественные тренды завтрашнего дня. Возможно, среди этих холстов и эскизов уже спрятаны шедевры, которые когда-то войдут в историю абхазского искусства. А пока они просто напоминают, что творчество не знает границ, а молодость умеет удивлять.
Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 27 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ночью и утром кратковременный дождь, гроза, туман. Днем без осадков. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.